Добрый вечер. В прямом эфире национального телеканала «Осетия и Эштон» новый спортивный проект «Передача». Мы расскажем вам о важных спортивных событиях в республике, стране и мире. Почему финал Всемирной боксерской суперсерии перенесен на лето и как это повлияет на подготовку Мурата Гасиева. Сегодня это главная тема нашей передачи. В нашей студии заслуженный тренер России Виталий Сланов. Виталий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас и приглашаю сюда ко мне. Добрый вечер. Здравствуйте. В первую очередь я хотел бы задать такой вопрос. Почему все-таки бой перенесли на лето? Ну, это основная причина, это то, что Александр Усик, противник по финалу суперсерии, Мурата, травмировался. Ну, по крайней мере, они так говорят, что он травмировался. И это основная причина. Ну, если существует ли какая-то информация о том, где и когда бой проведут? Ну, где будет бой, то, что не будет уже в Саудовской Аравии, это однозначно. А где будет, пока не определено, и даже точное время, точная дата тоже пока неизвестна. Виталий Константинович, у нас есть информация, можно сказать, такая уникальная. Вчера буквально Евгений Вайнштейн, президент промоутерской компании «Уралбокс Промоушен», поделился с нами своими мыслями о том, почему все-таки бой был перенесен. Предлагаю посмотреть на это. Саудовская Аравия, город Джидда. Именно здесь 11 мая должен был состояться бой между Муратом Гасиевым и Александром Усиком. Но, видимо, все меняется. Ни украинская, ни российская стороны не были довольны выбором места проведения поединка. По мнению спортивных функционеров, болельщики испытали бы серьезные проблемы с визами и могли просто не попасть на вечер бокса. Было принято решение продолжить переговоры и перенести поединок на лето. Российская сторона предложила провести финал в Москве, в случае, если Саудовская Аравия по каким-то причинам откажется. Украина внесла ответное предложение перенести бой в Киев. К сожалению, то, что нам интересно, это, естественно, провести в Москве. Но может предложить любая из нейтральных стран. Это Европа, вернее всего. Но Америке это неинтересно. Будут боксировать два славянина, русский и украинец, ну, осетин, то же самое. Поэтому, я думаю, самый большой интерес этот бой будет представлять именно в России. Тем более, что сюда есть возможность приехать всем. И с Украины приехать болельщикам, и с любой страны. Когда и где состоится поединок, станет известно позже. Ну а пока боксеры, которым теперь придется менять свой тренировочный график, будут с нетерпением ждать новостей. Вот такое вот видео. Виталий Константинович, я хочу напомнить и вам, и всем нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 72 28 86. Любой желающий может к нам дозвониться и задать интересующий вопрос. Но это еще не все. Евгений Вайнштейн поделился еще информацией. Сейчас, если наши режиссеры, я попрошу их включить, это один еще видеоролик. Давайте еще раз посмотрим. Последняя новость, что бой 11 мая в Саудовской Аравии отменен. Это такое для нас радостное событие, потому что официальная причина отмены – это травма Александра Усика, он повредил локоть. Но неофициально там куча проблем было. Проблемы с визами, проблемы, кому можно приехать, кому нельзя. Проблемы, одни проблемы. Я думаю, просто организация местная, которая взялась за это дело, она бы не в состоянии была провести турнир такого уровня. И сейчас Федерация бокса России вышла с предложением провести этот бой 21 июля, в дни празднования Всемирного бокса. Разговор об этом давно идет. В принципе, одобрение есть, но официального согласия нет. Поэтому мы пока в воздухе. На всяком случае, сегодня я Мурата отозвал из Америки. Пока будет тренироваться здесь, дома, ждать точной даты. Меняется полностью план подготовки. Значит, ему сейчас снова переходить надо на
там, кроссовую работу, на снаряды. Вот. Ну, проблемно. На ходу все менять, заново начинать. Ну, вот такое мнение Евгения Вайнштейна. Не, ну правильно, это более неудачного места, чем Саудовская Аравия, трудно себе представить. У нас более 500 этих заявок в Федерацию, чтобы по организации выезда. И, ну, в общем, большие сложности были. Виталий Константинович, вот мы услышали, что будет из-за травмы бой отменен, но, тем не менее, травма реально была. Ну, мы не можем сейчас обвинять кого-то в чем-то, мы не знаем. Ну, раз они говорят, значит, была, потому что он заинтересован выиграть финал. И он большой чемпион Усик, так что мы не можем говорить, что он где-то не то сказал. Вайнштейн сказал, что он отозвал Мурата Гасиева обратно в Россию. А где будет дальше тренироваться Мурат? Во Владикавказе, в Челябинске, может, в Москве останется? Не, он вылетает в Германию на несколько дней, там плановое обследование. И потом домой прилетит на неделю, может, чуть больше. И потом все равно основная подготовка будет в Америке. Так что здесь он так просто. Чтобы не 5 месяцев все равно сидеть в горах Калифорнии тяжело. Там, так что 10 дней побудет дома и потом уже сосредоточиться. К тому времени, может, будет уже ясно, когда и где матч. И сосредоточиться уже конкретно на подготовке. А вот вообще подготовка сама как меняется с учетом переноса сроков? Конечно, меняется. Сразу все ломается, потому что к 11 мая был один план работы, а если откладывается на месяц-два, то это совсем другая работа. Ну, я также думаю, что это не только повлияет на подготовку, перенос боя, но и на финансах. Наверное, что лагеря тренировочные оплачиваются. И вот мне интересно, кто оплачивает, спортсмен сам, либо промоутерская компания, и насколько это дорого, как Ну, это не так существенно на том уровне. Это для начинающих боксеров, там, в 3-й, 4-й, 5-й десятке еще, а на уровне, где разыгрывается титул абсолютного чемпиона, эти деньги не считают. Александр Усик отказался драться в России. Буквально сегодня мы слышали это из средств массовой информации, это заявление и его собственное, и промоутера. Значит ли это, что у Москвы нет шансов принять финал Всемирной боксерской суперсерии? Все делается не из соцсетей. Посылается официальная бумага. На официальную бумагу никакого ответа, насколько мы знаем, еще не было. А все остальное, это может быть, кто-то набивает цену. К Усику очень хорошо в России относятся. Это мы видели в Сочи, когда его толпы окружали этих болельщиков, все ему рады были. Так что, если будет в Москве, то немало будет и Усиков поклонников, и будут болеть за него. Его тоже считают. Он, кстати, с Симферополя. Симферополь – это Россия. У него жена с России русская. Так что его в России воспринимают как русского. И не больше, но половина зала будет за него болеть. Я думаю. Вот теперь я хочу поговорить непосредственно о самом бое, финал между Усиком и Гасиевым. Что нам ждать от этого финала? Ну, понятно, что оба спортсмена сильные, но они все-таки разные. Каким может быть исход? Ну, мы надеемся, что победа будет за Муратом, но трудно предугадать на том уровне. Там все должно сложиться, потому что Усик – это выдающийся боксер. Он в любителях не проиграл, чемпион мира, Европы, олимпийский чемпион, и в профессионалах обладатель 2 поясов, что бывает редко. Так что, мы верим. Букмекеры, тем не менее, пока что ставят на Усика. Нет, вчера уже поменялось. Поменялось? Да, вчера последние новости, что уже чуть-чуть возможно, и букмекеры играют. Да, может быть. Но все очень близко все. Виталий Константинович, я вот периодически смотрю в планшет. У нас дело в том, что есть своя страничка в соцсетях, в Инстаграме, передача _, Иристон, и мы там размещали пост о том, что вы будете нашим гостем. И иногда я буду заглядывать и смотреть комментарии наших телезрителей. И сейчас я хотел задать еще вопрос про Дениса Лебедева. Дело в том, что у нас есть еще один материал, видеоматериал, я хочу его показать, но перед этим спрошу. Лебедев имеет право претендовать на пояс WBA? Нет, так как он официальный претендент по одной из версий, он имеет право. Но это не значит, что чемпион суперсерии обязан с ним боксировать. Потому что там 4 претендента. То есть не должен победитель пары Гасиев-Усик драться с Лебедевым? Не обязательно.
А давайте теперь посмотрим, что сказал Денис. Я жду окончания суперсерии, где в финал вышел Мурат Гасиев и Александр Русик. Вот. Правила федерации гласят, что никто не может быть абсолютным чемпионом, пока не сразится со мной. Либо, если этого боя не будет, они вправе отказаться. Тогда ВБА забирает и разыгрывает. Я разыгрываю с претендентом. Вопрос цены решим, место проведения и вперед, погнали. Единственное, что, конечно, мне сейчас нужно привести себя в порядок. Я стал больше весить, да, но я стал мощный, тяжелый, немножко замедлился. 10 килограмм сброшу, я уже начал, уже вот как 2 недели привожу себя в порядок. Вот, Денис говорит, что обязан. Нет, Денис, конечно, выдающийся боксер. Но я не думаю, что для Мурата сейчас интересен будет с Денисом. Ну, я думаю, что он... То есть в случае, если Мурат победит в финале Всемирной боксерской суперсерии, ему лучше не драться с Денисом? Да нет, не почему. Если он захочет, и команда захочет, руководство компании, то ну, вот я считаю, что этот бой уже не интересен. Ну, это уже разного уровня боксеры. Я думаю, что очень хороший бой был у них. А сейчас они уже немножко... Тогда Мурат был молодой, и они как-то близки были по уровню. А сегодня я думаю, что это уже неинтересный бой. Будет бой очень короткий. Виталий Константинович, я предлагаю сделать короткую паузу и после рекламы вернуться к нам в студию. Мы возвращаемся в студию, и я напоминаю, что у нас в гостях заслуженный тренер России Виталий Константинович Сланов. Виталий Константинович, мы подготовили для вас еще сюрпризы. У нас есть видео-вопрос от наших телезрителей. Если вам интересно, можем посмотреть. Конечно. Виталий Константинович, здравствуйте. Меня зовут Георгий. И у меня к вам такой вопрос. Какой боксер вам больше всего нравится и чей боксерский стиль вам больше всего импонирует? Тоже Гасиев, но, правда, с одной «С». Да, ну, это одна фамилия. Мне нравится боксер Мурат Гасиев больше всех. И, значит, соответственно, его стиль мне больше всего импонирует. Вот как раз относительно Мурата Гасиева. Виталий Константинович, я думаю, что перспективы, ну, понятно, прям вот выдающиеся, но переход в супертяжелый вес намечается? Ну, конечно, он сам это озвучивал уже несколько раз. У него мечта выиграть, стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Это может случиться сразу после финала? Возможно, потому что он взрослеет, прибавляет в весе. И он уже в какие-то моменты он уже соответствует его вес супертяжелому весу. Как часто вот сейчас удается с ним общаться вообще? И мы созваниваемся, переписываемся, так, ну, особо как бы каждый день уже смысла нет. Ему какие-то советы иногда даем, но он на таком уровне, что его как ребенка уже поучать не надо. Тем более у него есть работает с очень хорошим тренером. Полное взаимопонимание. Я иногда так прилетаю в гости, но особо в работу не вмешиваюсь. А вот вы сейчас чем занимаетесь? Кого тренируете? У нас очень приличная команда молодых боксеров. Есть и хорошие профессионалы, такие перспективные. Ну и дети хорошие. Так что я ими занимаюсь. Ну, хочется в связи с этим спросить про будущее, которое нам, скажем так, светит в боксе. А какие перспективы у наших спортсменов? Возможно ли в будущем, что появятся такие же яркие звездочки? И еще, если можно, в связи с победой Мурата Гасиева, какой наплыв был в боксерские секции школы? Огромный. Во все залы в республике, даже вот звонят и в Беслане, в Заллагире, везде, и в городе. Просто мест нет в залах, и к нам в зал всех невозможно принять, очень большой поток детей. Виталий Константинович, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Желаю вам новых чемпионов, желаю вам новых успехов и побед. Спасибо. Спасибо, что пригласили. С Божьей помощью победы будут. Спасибо вам. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет тоже про такой довольно силовой вид спорта, про ММА и про нашего восходящего спортсмена Руслана Тидеева. Давайте посмотрим. В этом небольшом зале тренируется по-настоящему звездный состав спортсменов. Победители, призеры, чемпионы смешанных боевых искусств. Для каждого из них утро начинается одинаково. Руслан Тидеев живет и тренируется в Москве, но, приехав в Осетию, решил, занятия с друзьями пропускать нельзя. О своем родном клубе отзывается очень тепло. Нету
какого-то там недопонимания. Мы всегда нашли общий язык и всегда рады, если какие-то ребята к нам будут приезжать. Я всегда говорю своим землякам, чтобы всегда буду рад видеть и сделаю максимум по возможности условий, чтобы они приехали, чтобы наши ребята могли себя проявить и показать. В спорт Руслан пришел через бокс еще в школе. Талантливым себя не считал, а частые поражения на ринге подрывали уверенность в себе. Все изменилось, когда ему предложили отправиться на соревнования по боевому самбо. Согласился, поехал и победил. В свой первый выход на ринг отправил в нокаут всех 4 соперников. Я не то, что всех удивил, я сам себя удивил. Я не предполагал и не рассчитывал, что у меня настолько мне понравится, я влюблюсь в этот вид спорта. Бокс для меня сразу с первой же схватки, с первого же боя ушел на задний план. Забрал призы за лучшую технику, самый быстрый бой и первое место, а вскоре после этого удачно дебютировал в смешанных единоборствах на М1 Challenge. Сегодня он готовится к предстоящему бою в Москве, работает над ошибками, а сильнейшей мотивацией для себя считает последнее поражение. Как бы кто ни мотивировал меня, если я сам не могу внутри разобраться в себе, если я чувствую некую неуверенность в себе, что я не могу или, возможно, что-то не получится, хотя бы капля сомнения – это уже процент какой-то поражения. Перед боем Руслан сосредоточен на себе. Воздействовать на соперника психологически не любит и к так называемому трэш-токингу относится отрицательно. Оскорбить оппонента все равно, что оскорбить себя. Как я могу не уважать человека, мужчину именно, который выходит разделить со мной октагон, в бой со мной. Он дал согласие. Он такой же спортсмен, как и я. И, наверное, даже к нашему менталитету вот здесь, в Осетии, слово дорогого стоит. И наши мужчины не позволят в свою сторону что-то лишнее. И сами не позволят себе лишнее сказать. Суеверием на ринге места нет. Перед боем единственная традиция – глоток воды. А для хорошего результата нужна только работа над собой. Интерес к ММА среди зрителей Руслан объясняет просто. Это как в Риме – хлеба и зрелищ. Поэтому самое время задуматься о дальнейшем развитии ММА в Осетии. Я бы хотел сказать, что буквально пару месяцев и мы запускаем базу Алания Fighting Team. Она находится в районе Охотского круга. Это будет одна из лучших баз подготовки бойцов ММА в России. База откроет свои двери перед всеми. Начинающие и уже именитые спортсмены смогут заниматься любимым делом вместе. Зарина Дзагоева, Сергей Дедикаев, Мурат Гадиев, Осетия и Рештон. Мы возвращаемся в студию, и сейчас в нашей традиционной рубрике «Дорога в премьер-лигу» обсудим последнюю игру осетинской футбольной дружины под руководством Юрия Газаева. И сегодня у нас в гостях игроки команды Алан Албуров и Заурбек Камболов. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер. В первую очередь позвольте вас поздравить с хорошей игрой, но при этом я еще представлю нашего модератора. Здравствуйте. Тамерлан Козырев, наш модератор, соведущий рубрики. Да, мы хотели поздравить вас с первой победой. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо. Расскажите об игре, как все проходило, что было? Ну, игра в Махачкале проходила по такому сценарию. Первые 25 минут мы только вкатывались в игру. Как-то, может, что-то не получалось. Контроль мяча, слишком спешили. Но после 25-й минуты мы перехватили инициативу. И в конце первого тайма с углового забили первый мяч. Алан Хугаев отметился голом. Ну и второй мяч уже забили вы. Ну да. После перерыва нам тренер еще указал на наши какие-то ошибки, что-то подсказал нам. И после перерыва игра пошла в одну сторону. Могли забивать больше. И на 53-й минуте мне посчастливилось с небольшим фартом забить второй мяч. Ротанжи 2. Ну, это первая победа в этом году, насколько я знаю, да? Да, в этом году, да, в сезоне, части. конечно. Мы уже побеждали, но в этом году первая победа. А с новым тренером это не первая игра. До этого были неудачные игры, да? А что изменилось с приходом нового тренера в клубе? Ну, лучше начали понимать футбол. Как бы свои мысли нам доносит. У нас теоретические занятия бывают очень часто. Не очень часто, а каждый день. Говорит нам, как правильно играть,
И мы тоже выходим на поле, стараемся это выполнить, и это на самом деле приносит хорошие плоды, и легче футболисту играть становится. Ребят, я еще, наверное, проанонсирую. Наш модератор будет еще следить за социальными сетями, так же, как я в первой половине части старался следить за Инстаграмом. Но мне нужна твоя помощь. Да, у меня есть Инстаграм, и все наши телезрители прямо сейчас мы сделаем с вами фотографию, выложим его в Инстаграм. Значит, эту фотографию на сайт, на Инстаграме, значит, будет... Передача нижнее подчеркивание да, листом. передача нижнее подчеркивание листом. Где-то должно сейчас это появиться. И в режиме реального времени будем собирать комментарии. Да. Мне остановиться? Нет? Не, я здесь посижу. Да, хорошо, все видно. То есть наши телезрители могут сейчас прямо задавать вам вопросы. Без проблем. Вы готовы, да, к этому? Да, конечно. Ну и пока ты этим занимаешься, я предлагаю нам посмотреть короткий материал о том, как проходила игра, подборка самых ярких моментов. Внимание на экран. Албор, видит слева. Ты играешь, Вода. Хорошо, Албор. Матик за спиной крадется, аккуратно. Хорошо. В этом небольшом зале тренируется по-настоящему звездный состав спортсменов. Победители, призеры, чемпионы смешанных боевых искусств. Для каждого из них утро начинается одинаково. Руслан Тидеев живет и тренируется в Москве, но, приехав в Осетию, решил, занятия с друзьями пропускать нельзя. О своем родном клубе отзывается очень тепло. Юрий Фарзунович, что привнес все-таки в команду? Ну, это человек вообще другого уровня, если так сказать. Поработал в больших клубах, человек с большой буквы. Умный, мы сейчас только начинаем понимать, что он от нас требует, прибавляем потихоньку. И я думаю, с этим тренером можно решать большие задачи. Во всех командах, в которых он был, он всегда добивался высоких результатов. То есть для этого он, я думаю, и здесь, чтобы с футбольным клубом «Спартак» воплотить свои. Вот сейчас команда победила, что он сказал? Как ничего не изменилось, как бы мы от этой победы не становимся там какими-то. Сейчас задач нет побеждать в каждом. Сейчас задача у нас прогрессировать, и вот в будущем сезоне с Божьей помощью будем решать большие задачи уже, совсем другие. Вот такой вопрос. Если бы у вас была возможность поиграть сейчас у любого тренера любого футбольного клуба, кто бы это был? Кто бы этим тренером стал? Провокационный вопрос. На сегодняшний день, если мы здесь находимся, то мы хотим, значит, здесь играть. Ну, первый это Юрий Фарзунович, конечно. Значит, не зря, да, у нас новый тренер. И если футболисты так отзываются, это, скорее всего, говорит о том, что нам светит, правда? Конечно, конечно. А вот что светит? Ну, что, большие победы, выход в первую лигу, а там, и как передача называется, «Дорога в премьер-лигу». Да, первая лига, это, конечно, очень хорошо. Но сейчас, если сравнить две турнирные таблицы на двух сайтах, на сайте Спортбокс и на официальном сайте Спартака Владикавказ. Спартак Владикавказ на официальном сайте Спартака Владикавказ находится на 7-м или 8-м месте. На 10-м месте. Да, на 10-м месте. А фактически мы сейчас находимся на каком месте? На 14-м. На 14-м. Это не состыковка или это перспектива такая? Ну, просто в осенней части, когда Юрий Фарзунович пришел, он сказал, что вот сейчас мы будем вести новую таблицу и будем по ней ориентироваться. То есть результат сейчас, как он говорит, это сейчас не первое, как бы, степенно. Сейчас нам надо взаимодействие с друг другом как бы наладить, друг друга понять, лучшие стороны узнать друг друга и играть хорошо. Ну вот я, к своему великому стыду, наверное, не хожу на каждый домашний матч, но, тем не менее, стараюсь следить за состоянием дел команды, на каком месте, какие успехи бывают.
Вопрос. Игра команды сейчас какая? Атакующая, от защиты, либо как сейчас играет Алания? И опять, видите, Алания. Говорю Алания, хотя понимаю, что это привычка. Спартак, да? Ну, и разные бывают. Как ситуация, наверное, требует, как бы, если мы не атакуем, допустим, то мы садимся все в защиту, то есть у нас открываются зоны и стараемся выбежать быстро в пустые зоны. Да, и вот такой еще вот были вопрос. моменты забивать, можно было еще это А делать. вы сами смотрите видео после игры? Конечно, смотрим. Ну да, конечно, у нас всегда бывают разборы игры. Тренер нам указывает наши ошибки, положительные моменты. Мы, конечно, не тренеры, но мы бы тоже хотели поговорить о том, что происходило на поле. 2 гола были забиты со стандарта. Один с углового, другой со штрафного. Еще один могли забивать со стандарта, еще один с игры. Но могли, не могли в футболе сослагательного Это заготовка наклонения. домашняя? Стандарты. Вот именно вот с атаки со стандартами, чтобы они были такими? Стандарты тоже отрабатываем, чтобы как бы на установке тренера указывает, кто в какую точку бежит. То есть я вот Алан Хугаев побежал в ту точку, которую ему указали, и забил гол. Алан Хугаев, новичок. Вот сейчас, когда мы смотрели сюжет, вы сказали, что новичок команды, только-только присоединился. Много вообще у нас новичков, и как сыграна команда? Ну, новичков достаточно, в основном молодые парни. У нас в основном самая молодая команда в лиге. И вот молодежь с этим тренером прогрессирует, он очень хорошо на них влияет. И я думаю, они могут вырасти в хороших футболистов. У нас для вас будут сюрпризы, но перед этим я хотел бы сделать короткую паузу. И после рекламы мы обязательно вернемся сюда, в студию. Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях игроки футбольного клуба «Спартак Владикавказ». Ребят, в прошлой программе мы делали сюрприз для наших болельщиков и для команды. Мы показывали видео с участием Пауло Эмилио и Эду. В этот раз мы тоже делаем сюрприз. Это любимчик болельщиков Сергей Даду. Давайте посмотрим, что он пожелал команде. Уважаемые болельщики, любители футбола Осетии, хотел бы выразить слова поддержки нашему клубу и пожелать ему только удачи, чтобы возразился он, потому что футбол в Осетии очень любят, и здесь можно много примеров привести, да, когда в бытность меня, игрока Алании, это было что-то невероятное, когда приезжали полные трибуны и скандировали «Алания вперед» и поддерживали всегда и везде, на выездах и даже в самых дальних. Очень жаль, конечно, что такая ситуация произошла с этим великим футбольным клубом, для меня родным. И не только для меня, я думаю, что для большинства тех игроков, которые выступали за этот клуб. Вот. Хочу поддержать и сегодняшнего главного тренера, да, Газаева, и пожелать ему только успехов и терпения, и побольше побед. И думаю, что у него все получится, потому что на самом деле он тот человек, который, наверное, скорее всего сейчас необходим этому клубу. И поздравляю их, кстати, с первой победой, которая была одержана сейчас несколько дней назад. Поэтому Алания будет жить всегда. Я надеюсь на то, что скоро я смогу присутствовать на каком-нибудь матче, и на трибунах будет уйма народу, который любит поистине этот футбол под названием Алания. Я вас всех обнимаю. Берегите себя и удачи. Вот такое видео. Что скажете, ребята? Очень приятно, конечно. Ну, видно, постарел нападающий. Немного, наш. да. Это игроки, Бомбардир. которых мы с детства мы болели за них. Это каждая игра для нас. Можно сказать, росли на его голах. Да, Связка и Тудор, да, это да. вообще было. Сергей Даду — это один из лучших представителей нашего футбольного клуба. А вот на ваш взгляд, кто сейчас лучший футболист? Может быть, не лучший футболист, а чья манера игры, чья техника вам больше по Ну, душе? тут, по-моему, Месси или Роналду, нет выбор? Ну, я может, не у них верю, допустим, своё я не мнение? верю, что Месси и Роналду лучшие футболисты. Они Подожди, а кто, на твой взгляд, лучший футболист? На мой взгляд, на сегодняшний день лучший футболист — это Килиан Мбаппе. Спасибо, Тамерлан. Мы спросим профессионалов. Ну, у каждого игрока, наверное, есть... Ну, конечно, это Роналдо и Месси игроки. лучшие игроки. Но они на самом деле, да, космические. Ваши Они кумиры реально. конкретно это кто? Да, каких кумиров особо нет. Наши да. кумиры — это кто в 95-м году становились чемпионами. Вот они, наши кумиры.
мы должны на них равняться. И чтобы на нас столько людей приходило, как тогда на них. Дай бог, чтобы так и было. Кстати, вот последняя новость, которую вы сейчас сами затронули. «Зенит» только сейчас, спустя 23 года, побил рекорд по посещаемости нашего стадиона. Стадион в Санкт-Петербурге. То есть 36 тысяч человек в среднем посещало наш стадион на домашних матчах. 33, по-моему, если не ошибаюсь. 33 с небольшим, а сейчас у «Зенита» рекорд уже 44, если не ошибаюсь. Численность населения, да, какой у нашей республики и Санкт-Петербург. Да, несопоставимо, плюс еще размеры стадиона, наверное. Давайте поговорим о нашем инстаграме. Здесь куча комментариев. Говори. Да. Они на самом деле очень разные. Кто, на ваш взгляд, из вратарей, самый первый читаю, спрашивает И Кайф или Один Кайф. Что, на ваш взгляд, кто, на ваш взгляд, из вратарей должен защищать ворота Алании? Только кроме Буфона нельзя. Почему Буфона нельзя? Буфона нельзя. Как вы думаете, кто должен защищать? Это помимо наших вратарей. Не знаю, может быть, из ваших вратарей. Зачем на чужие вратари? У нас есть свои вратари, хорошего уровня. То есть наши вратари нас устраивают, да? Не у нас много доморощенных даже вратарей, что в премьер-лиге, что у нас сейчас хорошие вратари. А если взять мирового какого-нибудь, мировую легенду? Из тех, кто сейчас играет, и, может быть, когда-то раньше играл? Нойер, Тер Штеген, хороший вратарь. Тер Штеген. За Мексику, помните, Кампас стоял? Кампас. Такой маленький. Не помните? Да, тут Человерта тоже не будем называть. Давайте дальше пойдем. Абаев 3108. Какие у вас задачи, чтобы попасть в ФНЛ? Каждую игру выигрывать. Мы на каждую игру выходим, только побеждать его. Там уже футбол непредсказуем бывает. Вот так. Все бывают отмобилизованы. Победа. Сервер Тобоев пишет: Батик, ты крут. Ну, я хочу тогда еще сказать, смотри, мы знаем, что следующая игра будет тяжелая, серьезная, соперник Афипс, команда, которая в первой игре вас победила с счетом 4-1. Как настраиваетесь? Как готовитесь вообще? Ну, готовимся как к любому сопернику. Да, я думаю, мы будем играть на победу, потому что 4-1 мы тоже не забыли. Все равно хотим как-то отплатить им за это. Команда идет... То есть спортивный азарт какой-то? Да, конечно. И команда идет на первом, втором месте, выходит в первую лигу. Почему нам их не обыграть и доказать, что мы не такая уж плохая команда, а наоборот. Сильнее. Ну вот если мы возьмем на примере последнего матча с Анжи. Анжи не выигрывал последние 15 матчей. Да? Я прав? Ну, около того, да. Да, Анжи не выигрывал на протяжении 15 матчей, а вот Афипс выигрывал на протяжении 15 матчей. Как хочешь узнать, получится ли? Да, вот есть какое-то такое слово, я не знаю, есть козырь у вас в рукаве, что вы порвете Афипс дома? Да, это сейчас говорить можно все, что угодно. Мы выйдем на поле, будет жажда победы, и все. Настрой, я думаю. Настрой, борьба. Как настраивает Юрий Фарзуныч? Вот это я хотел узнать, потому что я помню, что Валерий Георгиевич в раздевалках устраивал прям разгромы в случае, если что-то ему не нравилось. А Юрий Фарзуныч какой? Юрий Фарзуныч это спокойный человек, объясняет доходчиво, мы понимаем, что он требует, стараемся это выполнять. Ну и может, и если надо, поругать тоже. Когда надо. Конечно, может. То есть он бывает еще и таким бывает, жестким тренером. Говорят, финты не помогают в игре. Вот один из наших зрителей говорит: ребята, герой Гасиев 88. Парни, покажите что-нибудь с мячом. Мы можем это, вот в принципе, сейчас сделать на нашем зоне. Давайте, да, может, какой-то финт. Не получится? Вот Заурбек хорошо обладает. Заурбек. Кстати, у нас есть главный инженер, который говорил, что пинать нельзя, но давай передадим ему привет. Что-нибудь давайте Я попрошу, если можно отвлечь нашего главного инженера, отвлеките, пожалуйста, покажите пока ребята что-нибудь с мячом, попробуют какой-нибудь фильм. Я попробую. Специально для Гео. Оп. Опа, получилось. Отлично, отличная Еще не в спортивной форме, да? Отличная передача. Конечно. Говорят, игры финты в игре не помогают, да? Не Особенно помогают. вот такие. Такие не Я помогают. думал, если честно, что ты сейчас уже ворвешься туда и начнешь тоже. Сдержался все-таки, да? Но это на футбольном поле надо. А какой любимый финт? Для меня финт Зидана. Ну, не Зидана, а Марсельская Роналду. рулетка. Басика, только лысого.
Перешагивание. Да. А, как они назывались? Кольца. Кольца, да. Кольца. Хороший маневр. Да, он входил в штрафную с помощью этого маневра и сразу пробивал. Под правой оставлял и забивал. Да, убирал защитника и пробивал. Я пока просто спрошу, может быть, рано это делаю, может быть, надо было делать это в прямом эфире, но тем не менее. В следующем сезоне команда ставит задачу выхода в финал? Что-нибудь уже известно? Может, в раздевалке как-то обсуждаете? Да, Юрий Фарзунович говорил насчет этого. Будет команда ставить задачи. Высокие цели будут поставлены. То есть наша рубрика не зря называется «Дорога в премьер-лигу». Ну да, конечно. Ну тогда такой вопрос возникает. Если в следующем сезоне клуб ставит выход, то, наверное, у вас мысли какие-то, вы должны остаться в клубе и закрепиться вот за последние 7-8 игр. Конкуренция, ты имеешь в виду? Да, конкуренция повышается сейчас в клубе? Ну, конечно, конкуренция есть, да, сейчас большая, и это футбол, футболисты приходят, уходят, от этого не убежишь. Может, кто-то придет, кто-то уйдет, это футбол. Мне подсказывают наши режиссеры, что у нас есть телефонный звонок, давайте выслушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, студия, здравствуйте. Здравствуйте. Спартака. Добрый вечер. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос и представьтесь. У меня такой вопрос. Я помню в 90-х годах, когда после распада Советского Союза, одна команда была у нас уже в высшей лиге, Спартак Алания. Своими силами Автодор выходил своими силами также в высшую лигу, но ее остановили руководство, по-моему, сказали, что две команды, высшей лиги нам не нужно. И вот сегодня в таком положении астинский футбол как оказался, я удивляюсь просто. Как ваше мнение, можете сказать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что этот вопрос вам, как футболистам, был, наверное, адресован. Ваше мнение сугубо личное. Плохо слышно было. Я как понял, почему в такое положение, оказался почему футбольный клуб клуб оказался, что одна команда сейчас как профессиональная. Да. Не знаю, это, наверное, надо задавать не игрокам, а руководителям, наверное. Ну да, скорее всего, действительно, этот вопрос к руководителям команды, но может быть и не команды. Даже не к этим руководителям команды. Не хотели бы такое. Давай зададим еще один вопрос из Инстаграма. Очень, на мой взгляд, нужный. У нас много вопросов вообще, да, там? Да, вопросов немало. Кстати, мы не ожидали. Большое спасибо всем телезрителям за это. Вы лучшие. Мурат Гадиев, кто его не знает. На какой позиции, по-вашему, наиболее необходимо усиление в нынешней Алании? Я думаю, для выхода в первую лигу во всех линиях нужно усиляться. Во всех. А нам хорошо играть, чтобы нас не рассмотрели на увольнение из команды. Мы будем тоже хорошо играть, чтобы нас... Да, кстати, у нас в гостях автор гола в ворота Анжи-2. Ты хочешь поговорить про гол? Да. Это уже твой третий гол в сезоне? В этом сезоне, да. Ты играешь нападающего? Я играю левого полузащитника. Вот вопрос. Почему левый полузащитник один из лучших бомбардиров в клубе, а нападающий с 4 голами опережает тебя? Да? На 1 гол. Да. Почему нет 8 голов? У вас потому что он тоже мотивирован и тоже пытается забивать. Или что? Что происходит? Почему полузащитник тоже забивает столько же, сколько нападающим, я думаю, может иногда не хватает реализации, что и поправимо, надо просто, видимо. Это дело времени. Молодые нападающие, может еще нет опыта большого. Но голы придут. В любом случае они должны прийти. Вы знаете заклинания, да? Да. А средний возраст команды какой сейчас? Средний возраст 21 год. Да. Там есть такая постарше, в среднем 21 Все у нас местные игроки. А самый юный игрок? 17 лет. Да, 17 лет. Вполне себе молодая команда. То есть для кого-то сезон это первый профессиональный и сейчас. Не для кого-то, а почти для большинства. А стоит ли усиляться более взрослыми игроками? Или все-таки нужно на молодежном этом энтузиазме проходить? Смотря какие задачи ставить, я думаю. Если высокие задачи ставить, то, наверное, надо усиляться. Конечно, и молодые, и опытные нужны в команде в любом случае. За кого будете болеть, спрашивает. За кого будете болеть на чемпионате мира? Один из наших. Мы же патриоты. А сборная России пройдет группу? Хотелось бы. Мы надеемся. Но есть шансы, конечно, есть. До какой стадии могут дойти? Я думаю, до 1/4 могут. Выход
выход из группы, и мы попадаем либо на Испанию, либо на Португалию. Тогда или до того 8-й. соперника, или того мы можем пройти? Тогда до 8-й. Тогда лучше не выходить, да? Ну, я Будем напомню надеяться всем и лучше. нашим гостям, и нашим телезрителям, что каждую неделю мы будем внимательно следить за играми команды, приглашать специалистов, экспертов, игроков и, конечно, тренерский состав. Поэтому я сейчас хочу пожелать и вам, и нам, чтобы, собираясь здесь, у нас с вами, и самое главное, у болельщиков, всегда был повод для хорошего настроения. Побед вам, ребят, мы будем за вас болеть. Спасибо большое. Ну, и я хочу, наверное, еще перейти на сюжет, если можно, да? Или там еще были комментарии? Комментарии были, но я думаю, нам хватит сегодня комментариев. На следующий выпуск все наши телезрители пусть опять подключаются, пусть отправляют свои комментарии. У нас еще будет очень много выпусков. И дай бог, дорога в премьер-лигу станет настоящей. Мы ее проложим вместе с нашими футболистами. Мы будем за вас болеть, честно, искренне, от всей души. Спасибо большое. Ну, не футболом единым, как говорится. Мы сейчас посмотрим еще и на хоккей, на маленьких хоккеистов. Это тоже интересно. Я предлагаю посмотреть сюжет. В республике медленно, но верно продолжает набирать популярность хоккей. Еще 10 лет назад этот брутальный и жесткий вид спорта был забытым в наших краях. Но импульс к его возрождению дала группа энтузиастов. Сегодня в Осетии уже существуют детские команды, которые активно выступают в различных турнирах и соревнованиях. Одной из таких является команда «Аланские барсы». Я ходил на 3 вида спорта. Это борьба, бокс и хоккей. Из этих 3 видов спорта я выбрал только один – хоккей. Потому что это командный вид спорта и силовой. Маленькие спортсмены тренируются в сложных условиях, но несмотря на все препятствия, им удается выступать с более серьезными командами практически на равных. Мы были в городе Краснодар и заняли 5-е место. Мы сыграли не очень. Голы привозили сами себе, и Игорь Славович доволен. Очень приличная команда, есть хорошие мальчишки. Еще раз повторюсь, что вся проблема во льду, то есть очень мало льда. Если в хоккейных регионах катаются этого возраста ребята по 1,5 часа в день на весь лед, то мы катаемся 50 минут в день и на полполя. То есть вот это, я считаю, самая главная проблема. В конце марта барсы приняли участие в турнире УГМК, посвященном памяти Александра Казицына. 8 детских команд из Свердловской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, Северной Осетии бились за право занять верхнюю ступень пьедестала. В упорной борьбе наши ребята уступили соперникам и не смогли занять призовое место. Все игры мы все игры проиграли, которые по булитам. Одну игру мы сыграли в основное время, выиграли ее. И хоть в этот раз удача была не на стороне барсов, наша команда была отмечена специалистами как самый волевой коллектив. Подобные выезды в хоккейные регионы очень важны и помогают набраться необходимого опыта. Желаем удачи и больших успехов юным хоккеистам. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и хочу сказать всем нашим телезрителям, что у нас есть свой аккаунт в Instagram, передача _ Иристон. Вы можете оставлять там свои комментарии и свои вопросы нашим гостям. Ну а сейчас я прощаюсь с вами ровно на 1 неделю. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Всего доброго.